Галина Ивановна Варламова-Каптуке. Огонь – это жизнь. Огонь может слышать слова человека. Наступать на него, топтать нельзя. Нельзя и ножом в него тыкать, плевать. Огонь – это жизнь. В каждом доме кусочек маленького солнца горит, согревая, давая жизнь человеку. Один Эвен кочевал, на след людей напал. Поехал по их следу, оставленное стойбище нашел. Приезжает, вдруг слышит стон. Что же такое? Думает Эвенг. Смотрит, человек лежит. Прямо на потухшем кострище лежит, на пепле. Кто ты? Почему здесь лежишь? Умираю я, отвечает тот. А как зовут тебя? Огонь, огонь мое имя. Что же случилось с тобой? Да вот вчера разожгли меня, говорит тот. А искра моя попала на голую ногу разжигавшего. Он взял, да и ткнул меня ножом, прямо в сердце попал. Видишь, рана какая? Не выживут они без меня. Огонь их не станет разжигаться теперь. Как только умру, так и потухнет. Поехал Эвенг дальше. Опять оставленное стойбище находит. Там на потухшем кострище опять человек лежит, стонет. Что с тобой случилось? Кто ты? Огонь я. Вот уж полгода, как не кормили меня. Вот я и обессилел. А без меня они людьми не станут. Не поехал Эвенг дальше по этому следу. Сам по себе стал кочевать. Прошло время. Стоит Эвенг своим табором на одном месте. Смотрит, а к его табору женщина идет, обессилевшая совсем, на посох опираясь, кое-как идет. Рассказывать начала. 2 больших рода у нас было. Вдруг от чего-то огонь не стал гореть. Без огня все и померзли, только я и осталась жива. Вот так было, говорят. Без огня и жизни нет.